Творец завещал человеку быть предельно благородным, благодетельным и благодарным своим родителям, матери и отцу. Поощрение носила его мать с трудом, слабее, теряя силы. Отнятие его от груди происходит в течение 2 лет, а потому тот человек. Будь благодарен, говорит Создатель, Господь миров, за опеку и возможности, предоставляемые тебе через родителей. Будь благодарен своим родителям, не забывай, что по завершении земной жизни ко мне возвращение ждет. Асия, миленькая, ну почитай еще раз, пожалуйста, Асия. Я бы с радостью, Али, но скоро взойдет солнце, а у нас еще столько дел. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Проходите, Абрамович, проходите. Смотрю я на вас, Асия, и душа радуется. Всех вы с улыбкой встречаете, всем помочь спешите. İlk sağlık Я uzun zamandır много oldu. слова от тебя Taş taş. Дай Вашей брату формы. вы настоящим помощником и защитником Господь. Аллах. Спасибо за добрые слова, Абдурахманович. Испейте воды, сегодня ведь так жарко. Спасибо, спасибо. Не буду я тебя слушать. Уйди с дороги моей. Жаль, жаль, что не все люди такие, как вы. Но это все одни знания, да и от глупости. Аллах укажет нам верный путь. Я не младенец. Послушай, ты меня, я не младенец. Хорошо бы, если бы Аллах наставил нашего соседа Абдуллу. Совсем он Бога забыл. Старших чтить перестал. Коран не читает. Ничего, Асия, ничего. Скоро Рамадан, а это священный месяц, когда случаются чудеса. Может и с Абдуллой чудо случится. Но, Харам, спасибо этому Богу. Я провожу вас, Абрамович. Али, ты лучше сестре помоги. Ну что, Али, ты помнишь, что завтра начинается пост. Нужно подготовиться душой и телом. Ну, пора спиться. Дай работу потяжелее. Я ведь уже, о, какой мужчина. Смотри, что убил. Ой, я дам тебе самую сложную работу. Вот, Али, возьми кувшин и сходи к ручью за водой. Кувшин? О, разве это работа для мужчины? Это работа для сильных мужских рук. Ведь путь к ручью нелегкий, по камням, а мне, слабой девушке, нести обратно полную кувшин воды будет тяжело. Неужели не поможешь сестре? Если я не помогу, тогда кто тебе поможет? Тогда дай мне 2 кувшина. Я и вас могу унести. Эх, Али, жаль, что у нас дома только один кувшин. Я тогда 2 раза схожу. Ходи, дорогая. Я не младенец, чтобы слушать глупый на столе. Дай дорогу мужчине. Аллах за всеми не усмотрит. Иначе давно бы наказал тебя за глупость. Эх, Абдулла, разве можно отвергнуть любящее материнское сердце? Разве можно ранить его словом или делом? Разве можно сделать то, что обидит твоих родителей? Только тот, кто был лишен материнской ласки, знает по-настоящему, что слезинка мальчика дороже всех самоцветов, что ее советы на весь золото, а взгляд — это лучшая награда или самое страшное наказание. А вы, дети, слушайте своих родителей.
Сестрица меня послала. А Пасальмат, посмотрите, что я умею. Видите, да, Пасальмат? Ой, ты молодец. Ты хороший. Ты помогаешь своей сестре. А, я ведь единственный мужчина в семье. А Пасальмат, я вас чем-то расстрою? Нет, что ты. Я просто посмотрела на тебя и вспомнила про своего сына. Тебя-то Али зовут? Да, Али. А твою сестру Асия? Да, Асия. Она помогает, она лечит людей травами. Да, мы как раз живем недалеко от вашего дома. А Пасальмат, у вас мама Герана, вы поэтому плачете. Нет, сынок. Телесная боль не так страшна, как та боль, которую причиняют близкие люди, которая остается вот здесь, как заноза, глубоко под кожей. А Пасальмат, а пойдемте к моей сестре, она вам поможет. Она вам поможет от сердечной боли. А Пасальмат, пойдемте. Боюсь, сынок, твоей сестре не излечить мои сердечные недуги. Но если твоя сестра так же добра будет ко мне, как и ты, то я с удовольствием познакомлюсь с ней. А вы только попросите ее, и она вам поможет. Пойдем, я Пасальмат. Такого красивого мальчика
свое слово просящим ангелам. Зарубат священник Писания Корана. Отец его сильно горевал. Он мечтал гордиться делами своего сына. Вскоре доброе сердце моего мужа не выдержит, и он умер. Я не просила своего сына стать на путь истины. Все напрасно. И, наконец, мои силы иссякли. И тогда мой сын просто выгнал меня из дома. Без единого гроша. Без еды и воды. Печально участь матери, которая муж просит милости за деяние сына своего. Папа Сальма. Я все-таки настаиваю, чтобы вы стали гости в нашем гостеприимном доме. И рано на ваших ногах заживут, и мы встретим вместе праздник на Забайрам. Я настаиваю, Папа Сальма. Боюсь, что это невозможно. Почему? Если мой сын узнает о том, что я живу у вас, его гнев распространится и на ваш гостеприимный дом. Папа Сальма, путь к нашему дому лежит только для тех, кто нуждается в помощи. А поэтому вряд ли он сюда придет. А вы сможете вылечиться и набраться сил. Папа Сальма, я вас никуда не отпущу. Я вас никуда не отпущу. Проходите в наш дом. Салимат осталась в доме сирот. Она готова была делать все те годы в простой жизни. Заменить им мать, но всевидящий Аллах распорядился судьбой Салимата по-своему. Мне сказали, что ты лечишь от всех болезней. В этом доме, прежде чем лечить страждущих, принято поздороваться. Ассалам алейкум. Мне не на приветствие, девица. Давай, дай мне поскорее лекарство от сердечной боли. Я заплачу тебе сколько скажешь. Но деньги есть. Где есть деньги? Только избавь меня от этой боли. Каждый день я не могу ни есть, ни спать. Стоит взять в руки кусок леса, как сердце сжимает, это тиска. Стоит лечь в мосты, словно шайтан садится сверху и давит мне на грудь. Ваше имя Абдулла, если я не ошибаюсь. Абдулла, Боюсь, лекарства от вашей болезни у меня не найдется. да я щедрый человек, девушка. Я заплачу тебе сколько скажешь. Хочешь? Я подарю, тебе отдам. Только избавь меня от этой неведомой хвори. Целую отару? Золото. Щедрый подарок. Я посмотрю в своих книгах, а ты приходи завтра. И денег не забудь. Сестрица! Да. Мне показалось, что этот человек предлагал тебе отару. Но ты же говорила, брать деньги за добрые дела — это грех. Али, боюсь, что его болезнь лечится совсем не теми методами, к которым мы привыкли. Помнишь, к нам приходил в гости старец и говорил, что в месяц Рамадан должны произойти чудеса. Мне кажется, что Аллах хочет, чтобы мы помогли, чтобы произошло это чудо. Знаешь что, Али? О чем я тебя попрошу? Ни в коем случае не говори отцу Салима о нашем госте. Обещаешь? Конечно, Мише, раз уже это тайна. Смотри, ты дал слово.
Наверное, мусульман. Болезнь Абдуллы не проходила. На следующий день он пришел за обещанным лекарством. Хозяева! Открывайте, я пришел за обещанным лекарством. Так где моя снадобье? В нашем доме правила не меняются. Ну, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так что с моим снадобьем? А где обещанные деньги? Али, возьми эти деньги и раздай их всем нуждающимся нашим сельчанам. Каждому, кому будешь давать монеты, говори, это от доброго Абдуллы. Ты меня понял? Да, сестрица, я так и сделаю. Дядя. Да на эти деньги! Без этого можно было бы прожить целый год! Аллах щедро награждает всех за добрые дела. Его награду никто не достаточно. Я всю ночь читала свои книги и приготовила тебе снадобье. Но только оно может превратиться в яд и мгновенно убить. Как убить? Если только ты не примешь его от рук собственной матери. Только теплые руки матери, ее любящее сердце могут сделать это снадобье по-настоящему целительным. И никак иначе. Я понял. Но попросите свою маму и сына, она не откажет. Что я наделал? Что я наделал? Как нехорошо. Я умру. Права была моя мать. Аллах видит каждый наш поступок, каждое наше деяние. Я сам вырыл себе могилу, когда выбрал свою мать. Что ж теперь со мной будет? Я умру. Я ведь так молод, я так красив. Но ведь это снадобье помогает только, когда его дают теплые материнские руки. А вы ведь можете найти свою маму. Вы можете пойти на ее поиски. Ведь месяц Рамадан. Вы можете весь месяц искать свою маму. А если вы ее не найдете, то возвращайтесь к нам через месяц. Я так и сделаю. Так и сделаю. Только пусть попробует мне отказать. Я ведь ее кровь и плоть. Так и сделаю. Больше своего. Как вы думаете, дети, Абдулла изменит свое отношение к матери? Давайте все будем просить у Аллаха, чтобы он наставил его на путь истины. Ведь Аллах поможет. Он всегда пусть. Так же, дети? Давайте все попросим. Абдулла двинулся в нелегкий путь. Он шел и шел, забыв про усталость, сон и голод. Он питался тем, что подносили ему добрые люди. Его не спрашивали,
совершили переходы по горам и дремучим лесам. Он шел и в дождь, и солнцепек, и каждый шаг его был все труднее и труднее. Он сносил свои сапоги, отрывал одежду. Он раздал все, что было нищим. И постепенно мысль его перестала занимать страшная болезнь, постигшая его. Он стал думать о своей матери. Как она, какие люди встретились ей на пути, что она ест и пьет, обижена ли она или счастлива, кто помогает ей, кто заботится. Помни, что наилучшие отношения со своими родителями, вне зависимости от их веры или неверия, это ключ к довольству Аллаха и спасения в день суда. Праведные говорили: слушай молча их, когда они разговаривают с тобой, постигнешь мудрость. Встань, когда они встают, ради почтения, несмотря на свое положение в обществе, укрепишься среди людей. Выполняй то, что они велят, если это не грешно перед Аллахом. Поймешь сущность покорности перед Всевышним. Не ходи без нужды впереди них. Ты поймешь ценность уважения. Не повышай голос выше их голосов. Крик и рев присущ ослам. Отвечай им, когда они зовут тебя. Будешь услышан людьми. Старайся всеми путями достичь их довольства. Всевышний откроет тебе все пути. Отпусти для них крыло смирения
Обойди с ним просто и мягко. Ты найдешь то же самое в старости. Не делай для них что-либо из одолжения. Ты поймешь искренность отношений. Не смотри на них искоса. Они все равно выше перед Аллахом, чем ты. Не смотри им в лицо, нахмурившись. Злость не украсила никого. Не отправляйся в путешествие без их благословения, и твое путешествие принесет тебе радость. Не оставляй их в одиночестве, и сам не останешься один. Заботься об их благополучии, и будешь благословен. Помни, молитва родителей принимается Аллахом. Молись за них, и обретешь счастье в обоих мирах. Не найдется ли в этом доме уставшему путнику глоток воды? И водицы, и защита от солнца и дождя, все найдется в этом доме. Спасибо. Как ваши поиски, Абдулла? Вы нашли свою маму? Нет. Прогуляйся. Мои поиски ни к чему не привели. Я пришел, чтобы поблагодарить вас за снадобье и попрощаться. Целый месяц я ходил по округе в поисках своей матери. Спрашивал каждого прохожего, не встречал ли он моей матушки. Днем я не ел и не пил. А закатом солнца я ел черствую лепешку и запивал ее водой. За этот месяц я раздал нуждающимся все, что у меня было. Деньги, скот и даже всю посуду. Но даже после этого Аллах не смилостивился надо мной и не явил мне мою маму. Вот, возьмите, Асия. Возьмите. Быть может, оно послужит человеку доброму, который ценит и чтит своих родителей. И еще, Асия, если вы когда-нибудь встретите мою маму, скажите ей, что ее глупый и непутевый сын молил ее о прощении и умер с ее именем на устах. Сынок! Мамочка! Моя дорогая мамочка! Мамочка! Ты жива и здорова, мамочка! Какое счастье, мамочка! Ты жива и здорова, мамочка! Какое счастье! Это снадобье от сердечной боли. Дайте его Абдулле, пускай он его спасет. А, сердце! Мое сердце! Боюсь, я не успею приготовить сердечное снадобье. Что же делать? Этот человек всегда добр по отношению к соседям своим, делился с ними своей мудростью. Он многих наставил на истинный путь, помогая духу проникнуть в сердце. Пусть же будет ему во благо.
Спасибо, Абдулла. Спасибо за этот глоток чистой родниковой воды. Воды? Так я же думал, что это снадобье. Мое сердце уже не болит. А твое, Абдулла? Как странно. Камень, который давил меня на груди, я его больше не чувствую. Вот видишь, Абдулла, чистая, как помыслы правильного человека, сильная, как вера родниковая вода, может спасти от самых тяжелых болезней. Абдулла, не сердись на нас со святое. Ведь темный камень греха и беды мог убить тебя гораздо быстрее, чем тяжелые болезни. Я прошел столько дорог, столько пробежал, чтобы понять такие простые вещи. Иногда нужно пройти нелегкий путь, чтобы познать себя, поверить в доброту Всевышнего. Ваша мудрость поистину огромна. Это мудрость Аллаха. Сколько времени прошло. Ты должен помнить, что сердце надо держать чистым и открытым. Не пускать его зло и ненависть. Доброта и милосердие растворяют черные камни. Читай Коран, эту священную книгу. Молись. И помни о почтении. Кажется, я